Мендет күнтенежнер индер хальмы кельне арвын хойрдыкчы кичель. Сегодня, как я вам уже говорил, мы не будем останавливаться на повторении пройденного и сразу переходим к новой теме. И как у нас было на 11 уроке, мы будем дальше разбирать отрицательные частицы нашего родного калмыцкого языка. Следующая после уга частица — это частица биши. Это такое особое отрицательное слово. Она используется после слов, после глаголов или после каких-то других слов. Например, ины бакши, бакши биши. То есть это учитель, не учитель. Имеет значение она не тоже и обозначает отрицание какого-то предмета, явления, качества, свойства, профессии и так далее. То есть это, в отличие от уга, бакши уга — это значит учителя нет здесь в комнате, тогда как бакши биши — это значит это не учитель. Это, например, джолаче, к примеру, это будет водитель. Итак, давайте рассмотрим примеры. Мис, как мы помним, это кошка. Мисин — это будет кошачий. Хот — это корм. Мисин хот — кошачий корм. Давайте еще раз произнесем эту фразу. Мисин хот, мисин хот, мисин хот. Мисин хот сен бише. Сен бише. Кошачий корм нехороший. Мисин хот сен бише. Мисин хот сен бише. Мисин хот сен бише. Здесь в данном случае сен — это свойство или качество какого-то предмета. Теперь давайте рассмотрим еще один пример. Тавын бише здесь не 5. Тавын бише. Зурган диктор бәне. Зурган диктор бәне. Тавын бише. Зурган диктор бәне. Не 5 книг, 6 книг здесь. То есть вот если у вас спросят инды, например, тавын диктор бәне, вы должны ответить тавын бише зурган диктор бәне. Или немен, или хойер там и так далее. Счет вы уже все прекрасно знаете. Итак, частица биши или отрицательное слово биши ставится после слов, обозначает не и имеет значение отрицания определенного качества, профессии, предмета, явления и так далее. Точно так же в старину эта частица использовалась и в глаголах. Если здесь мы видим, что хот, например, биши или сен биши, это существительное или прилагательное, то есть слово, обозначающее какое-то явление, и слово, обозначающее его качество. Хот — это явление, то есть корм, сен — это хороший, то есть его качество, а биши — это не. Значит, мисин хот сен биши — это значит кошачий корм не хороший. Тавын биши зурган не 5, а 6 книг есть. Тавын биши зурган диктор бәне. В старину эта же частица использовалась с глаголами, это отрицательное слово. Позже в калмыцком уже языке, в тодобичик этого нет, в калмыцком языке она редуцировалась в глаголах и превратилась просто в букву «ш». Тоже имеет значение не с глаголами. Присоединяется к глаголам в конце слова, причем слитно, и имеет значение «не». Давайте рассмотрим примеры. Ин, как мы знаем, это или этот. Ин кюкен. Ин кюкен. Мини кельсен үгө, сказанные мною слова. Ин кюкен. Мини кельсен үгө. Сонгсхше. К основе глагола она не присоединяется, она присоединяется к глаголу в полной его форме, в инфинитивной форме сонгсх или в форме деепричастия, но мы это еще пока не проходили. Иэны кюкен мини кельснюгу сонгсхше. Сонгсхше — это значит, эта девочка сказанные мною слова не слушает. Сонгсх биши было бы здесь в старину, но так как сейчас вот это слово биши у нас срастилось, сократилось и превратилось в букву ш, вот такую вот отрицательную, поэтому сейчас мы должны использовать это в следующем, с глаголами вот в следующем виде. Иэны кюкен мини кельсен үгө сонгсхше. Эны кюкен мини кельснюгы сонгсхше. То же самое можно сказать эны көвün мини кельснюгы сонгсхше, эны залу мини кельснюгы сонгсхше, эны өвгün или эмгün мини кельснюгы сонгсхше. Или вот такой пример. Би — это я, англи.
Англь — это английский. Келе — келе — английский язык. Би англь келе метхшив. Би англь келе метхшив. Би англь келе метхшив. Я не знаю английский язык. Би англь келе метхшив. Вот такая вот еще одна отрицательная частица, появившаяся от отрицательного такого слова «биши». Есть еще масса различных отрицательных частиц, но мы их изучать не будем, мы берем только основное здесь, только основы изучаются. Поэтому сегодня мы рассматривать другие отрицательные частицы, производные от «биши» или предвосхитившие появление слова «биши» тоже не будем. Если потом начнутся уроки, занятия по Тодобичи к ясному письму, где отрицательных частиц гораздо больше, тогда-то мы, собственно, и будем заниматься изучением всех иных частиц. Сегодня нам для того, чтобы говорить, достаточно вот всего того материала, который есть, потому что в современном калмыцком языке все то, что я даю на этих занятиях, это все наиболее общеупотребительная лексика. Еще одно отрицательное слово — это слово «бича». Бича, бича, бича. Бичай, это слово ставится перед глаголами и имеет значение «не стоит», «не надо», «прекрати». Бича ставится перед глаголами, имеет значение, еще раз повторяюсь, «не стоит», «не надо», «прекрати». Давайте рассмотрим примеры. Бича келе — не говори. Бича келе, не говори. Би эврен меднев. Би эврен меднев. Бича келе 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 би эврен меднев. Это будет значить «не говори, я и сам знаю». Ну вот, можно связать эти два примера. Эны кюкен мине кельсен югы сонгсхше. Бича келе би эврен меднев кельне. То есть эта девочка не слушает сказанных мною слов и отвечает мне кельне. Бича келе, не говори, би эврен медне. Вот вам целая фраза, которую вы уже спокойно понимаете и можете спокойно произнести на нашем родном калмыцком языке. Я считаю, что те, кто разобрал все эти понятия и запомнил их и может спокойно произнести, это уже очень большой прогресс, и очень хорошо, что вы настолько внимательно следите и изучаете родной язык вместе с медиахолдингом Бумба и мною, Геннадием Корнеевым. Следующий пример, который мы приведем, это такой пример. Кövüt, кövüt, мальчики, это обращение прямое идет. Кövüt, тадын, вы, тадын. Бича сö дултын. Не пойте ночью. Мальчики, вы не пойте ночью. Кövüt, тадын, бича сö дултын. С этими отрицательными частицами можно привести огромное количество и других примеров, исходя из той лексики, которую мы уже изучили, а она гораздо больше превосходит количество слов, о котором изначально говорилось, но тем не менее все, кто заучил эти слова, я думаю, что нисколько не жалеют о том, что знают такое количество слов. Итак, бича — это частица, которая, или отрицательное слово, которое ставится перед глаголами или перед, собственно, вот «сё» — это ночь у нас, «сё» — это ночь, бича «сё дултн», бича относится к слову дултн, а «сё» это идет как обозначение времени, когда нельзя петь. Вообще калмыки ночью не поют и не плачут, это считается очень плохим признаком. И у нас остается последняя частица, частица «ис». Давайте сейчас изучим ее. Последняя частица, которую мы изучим сегодня, последняя отрицательная частица, это частица «ис». «Ис», «ис», «ис». Она используется перед некоторыми глаголами в настоящем и прошедшем времени и имеет значение «не», «разве не» и относится, собственно, к глаголам. Давайте рассмотрим примеры. «Эмч» — это у нас врач будет. «Эмчин кельсен юг». Здесь мы должны четко понимать, что мы пишем «келсен», но будем произносить «келсен», потому что «эмы экшекте югд» буква «л» всегда произносится мягко.
Келесін үгі, емчин келесін үгі, емчин келесін үгі, өвгін старик, есі соңсына. Емчин келесін үгі, өвгін есі соңсына. Давайте еще 2 раза повторим эту фразу. Емчин келесін үгі, өвгін есі соңсына. Емчин келесін үгі, өвгін есі соңсына. Емчин келесін үгі, өвгін есі соңсына. Это будет значить слова, сказанные врачом, старик или пожилой мужчина не слушает, вообще не слушает. Вот есі соңсына здесь не как раз таки есть вот эта вот частица есі. И второй пример. Би чамды, я тебе. Есі келлеу, есі келлеу. Би чамды есі келлеу, би чамды есі келлеу. Разве я тебе не говорил? Би чамды есі келлеу. Разве я тебе не говорил или не говорила? У нас нет понятия лица, рода, точнее, в глаголе. Поэтому вот 2 таких примера демонстрируют, как произносятся вот эти вот отрицательные частицы и как они используются. Однако без подготовки вот так вот за одно занятие практически невозможно объяснить их использование вот в прямом таком смысле. Нет определенных четких правил, точнее, если они есть, то их огромное количество, а потому для того, чтобы привыкнуть к использованию вот этих частиц, я вам очень советую читать современные газеты наши, в частности, Хальмы-Кюнен, журналы на калмыцком языке, попытаться читать какие-то простые сказки, анекдоты на родном языке, ну, что угодно, то, что как раз-таки будет способствовать вот закреплению, использованию этих частиц в разных речевых ситуациях. Скажу на примере некоторых своих знакомых, с которыми мы занимались изучением калмыцкого языка, 2 или 3 недель интенсивного начитывания по 2-3 часа в день различных калмыцких текстов, даже со словарем, достаточно для того, чтобы уяснить себе, когда и как используются эти частицы. Ну а по мере того, как вы будете говорить с носителями родного языка, по мере того, как вы будете расширять свой словарный запас, запас грамматических правил, все эти частицы спокойно войдут в ваш лексикон и не заставят много страдать от того, когда и как их произносить. Ну, это, пожалуй, об отрицательных частицах, отрицательных словах калмыцкого языка. Все. Мини-неэджнер. А сейчас, завершив изучать отрицательные частицы, давайте вместе с вами изучим разделительные деепричастия в калмыцком языке. Название страшное, а на самом деле, если мы глубоко вникнем в то, что это такое, то ничего страшного в этом нет. Такие названия грамматически используются для того, чтобы просто объяснить определенные формы слов. Но если вы их поймете, то никаких сложностей с ними вообще никогда не будет. Разделительное деепричастие образуется посредством присоединения. Деепричастие — это особая глагольная форма. Так вот, в разделительное деепричастие в калмыцком языке образуется посредством присоединения к основе глагола 2 окончаний «ат» или «эт». К основе глагола «ат» или «эт». «Ир» «экшикте үгды» «ат», и мы экшикте үгды «эт». Обозначает оно последовательность совершения какого-то действия, которое предшествует действию основному. То есть я, например, зашел в магазин, потом пошел в аптеку, затем пришел на остановку, вот эти вот зашел, пришел и только тогда поехал домой. Вот эти вот зашел, пришел, это будут как раз в калмыцком языке разделительные деепричастия. Давайте рассмотрим примеры. Би — это я, мы уже знаем это. Үг — это слово или слова. Би үг келет. Вот здесь посмотрите. Келих — это основная форма. Кели — это повелительное наклонение. Или это основа глагола говорить. Келет — сказав. Би үг келет гарат оду. Посмотрите. Би үгü келет гарат, здесь тоже есть разделительное деепричастие, гарат оду. Я сказав,
вышел и ушел. Би үгü келет гарат оду. Би үгü келет гарат оду. Би үгü келет гарат оду. Повторяем все вместе эту фразу и еще раз давайте. Би үгü келет гарат оду. Би үгü келет гарат оду. Би үгü келет гарат оду. То есть я, сказав, выйдя, ушел. Вот так это будет переводиться. Я, сказав слово или слова, выйдя, ушел. Но это будет не очень правильно на русском языке звучать, а потому следует переводить это «я сказал, вышел и ушел». Вот так это будет в русском, но в калмыцком языке есть некоторые отличия. «Би үгü келет гарадоду». Сказав слово, выйдя, ушел. Вот так это будет переводиться. Или следующий пример. Чи хоты чанат су. Чи хоты чанат су. Чи хоты чанат су. Ты, готовя пищу, сиди или находись. Сухо — это кроме сидеть еще и находиться, пребывать где-то в каком-то месте. Чи хоты чанатсу. Чи хоты чанатсу. Чи хоты чанатсу. Это будет значить ты сиди, готовя еду. То есть здесь будет сиди, су, главное слово, а чанат — это будет дополнительное действие, которое предшествует основному. То есть варя, сиди. Вот так это будет переводиться. Или готовя, сиди. Вот такое. Кстати сказать, в современном калмыцком языке, особенно в переписке, в некоторых постах разных людей, я часто вижу такие выражения, как келедена, бичедена. Вот так вот слитно написано это. Келедена, бичедена, там йовадена и так далее. Это не совсем верно. В разговорной форме вот эти вот келедбена, бичедбена, келедена, бичедена — это разговорные формы, которые действительно есть. Но в письменном языке, когда мы записываем эти фразы, обязательно нужно писать келедбена, бичедбена. Келедбена будет иметь значение говорит и говорит, бичедбена пишет и пишет, сидит. То есть такие фразы в разговорной речи можно использовать как келедена, бичедена, использовать их. То есть пребывает пиша или пребывает говоря. Бяна — это, как вы знаете, быть, существовать, пребывать, находиться. Так вот, он находится в состоянии говорения или находится в состоянии написания чего-то. Келет бяна, бичет бяна. Или келедена, бичедена. В разговорной речи вот это бяна со словом келет сливается и получается келедена, бичедена, но на письме они должны отделяться. Келет бяна, бичет бяна. Если же основа глагола, как мы уже знаем, оканчивается на гласный, то мы не сможем добавить к нему at или at. Что же получится тогда? То же самое, что вот в нескольких предыдущих примерах мы рассматривали. Поэтому, когда между двух гласных последний гласный, на который оканчивается основа глагола, и вот при соединении вот этого суффикса at или at всегда появляется наш уже хорошо знакомый старый интервокальный г. Давайте рассмотрим примеры. Кövün, это обращение идет. Кövün, су, вот посмотрите, основа будет состоять из гласного. Су, ат, мы же не скажем суат. Это будет что-то непонятное. Поэтому сугат. Вот здесь появляется интервокальный согласный, стоящий между двумя вокалами или двумя гласными, который делает из них не один какой-то сплошной звук, а как раз разделяет их. Кövün, сугат, осранбо. Оср — это шнурки, осран — это свои шнурки. Кövün, сугат, осранбо. Мальчик, садись и завязывай свои шнурки. Или завязываешь свои шнурки сидя, вот так нужно сказать. Сидя завязывай свои шнурки. Где сугат — это будет сидя или садясь, а бо — это будет главный глагол. То есть нужно для того, чтобы завязать, нужно предшествующее действие сделать. То есть сух или сугат осранбо. Или вот такой пример из калмыцкого фольклора. Эмэгэн өвгэн хойер. Эмгэн өвгэн хойер — это значит старик со старухой двое. Слово хойер здесь будет соединительным союзом. Чуть позже мы об этом очень подробно поговорим. Эмгэн өвгэн хойер бягат. Бях мы знаем, да, если мы букву х опустим, то останется только бя одно. Так вот, для того, чтобы интервокальный согласный включить и поставить сюда
окончания разделительного деепричастия мы должны обязательно поставить интервокальный гласный «г». Бягат, бяджи. Оказывается, жили, поживали старик со старухой. Вот так можно перевести эту фразу. Жили, поживали старик со старухой. Вот это вот бяджи, как мы помним, это имеет оттенок оказывается. Вот они жили, поживали, и вот я сейчас вам о них рассказываю. Оказывается, они жили, поживали. Итак, давайте повторим еще раз два этих примера. Көвін суға дуасыран бо. Көвін суға дуасыран бо. Көвін суға дуасыран бо. Мальчик, сядь и завязывай свои шнурки. Имгін өвгін хойыр бәғат бәджі. Жили, поживали старик и старуха. Я последний пример из предыдущего блока я специально выписал сейчас на эту доску для того, чтобы объяснить, как в калмыцком языке, в настоящем калмыцком языке используется соединительный союз «и». Соединительный союз «и» — это, например, мальчик и девочка, например, кошка и собака в русском языке. В калмыцком современном языке в подражании русскому языку или под его влиянием используется вот такой соединительный союз слова, которое называется «болын». Например, вот такой вот очень популярная передача на нашем калмыцком телевидении «Дука болын кука». Наверняка многие из вас слышали и знают о ней. Или такая сказка, как, например, «Хулгны темен хойр», точнее, «Хулгны болын темен». На самом деле, вот эти фразы «дука болын кука», «хулгны болын темен» — это кальки с русского языка. Калмыки так практически никогда не говорили до известных событий 43-56 года, когда мы оказались в ссылке и забыли свой язык. И потом под влиянием русского начали писать вот такие вот непонятные фразы. Вообще в калмыцком языке соединительный союз «и» между двумя именами или между двумя существительными некими понятиями всегда будет использоваться не в виде слова «болн», это неправильно, неверно, некорректно в нашем языке, а будет использоваться следующим образом. Будут использоваться числительные. «Имгын өвгын хойр», «имгын өвгын хойр». Это будет значить двое, старик и старуха. Двое вот здесь будет использоваться как соединительный союз. И «эмгын» и «өвгын хойр» мы будем переводить на русский язык «старик» и «старуха» вдвоем. Если же что-то в три, то мы не будем писать «собака», «кошка» и, к примеру, «гусь» в русском языке, а в калмыцком мы сегодня под влиянием русского начали писать «мис ноха болун галун». В принципе, так многие пишут сейчас, но это тоже неправильно. Правильное написание в калмыцком языке, традиционном, правильном калмыцком языке, на том языке, на котором говорили наши предки на протяжении нескольких сотен, а может быть даже и тысяч лет. Мис — кошка, ноха — галун гурвын, то есть трое. Вот дословно будет переводиться: кошка, собака, гусь, трое. Мис ноха галун гурвын, мис ноха галун гурвын, мис ноха галун гурвын. Вот это будет трое, а не мис ноха болун галун. Это неправильно, это не по-калмыцки. Это русская фраза, переведенная на калмыцкий язык. Или пример такой вот, например, если мы скажем 4 брата, то мы должны написать ахы дю дөрвын. Ахы — это старший брат, дю — это младший брат, а дөрвын — это значит их 4. Кто-то из них младший, а кто-то из них, разумеется, старший. Поэтому мы должны будем отмечать это именно следующими числительными, которые вы знаете. Хойер, горвун, дөрвын. Все остальное не совсем правильно, не совсем корректно и создано под влиянием русского языка, а потому калмыцкими там будут только слова, а грамматика же, составление вот этих вот понятий будет неверное. Теперь, зная это, вы можете внимательно смотреть различные вывески, различные газеты, где используются эти выражения, и можете исправлять их, говоря, что по-калмыцки это не так. Я говорю это
Потому что прочел огромное количество старописьменных памятников наших на Тудо-Бичик совершенно разного жанра и нигде не видел, чтобы два существительных или три существительных или еще сколько-то соединялись соединительным союзом болн. Дука болн кука, например, или хулгны болн темен. Такого вообще никогда нету. Всегда идет числительное, которое выступает соединительным союзом. Это не только, кстати, в калмыцком языке, но и в тибетском есть, отчасти есть в китайском языке, потому это особенность азиатских языков. А соединительный союз «и», который мы сегодня используем как болн, это уже все-таки больше европейское. Например, я не знаю, cat and dog, когда соединительный союз как раз-таки соединяет и находится посередине. В калмыцком языке несколько не так. Потому, зная это, пожалуйста, не делайте подобных ошибок. Мини-неджнер, ода, мы изучим еще одно деепричастие, условное деепричастие. Условное деепричастие обозначает действие, являющееся условием для совершения какого-то другого действия. Поэтому оно называется условное. То есть мы выставляем какое-то условие. Если ты что-то, то я тогда что-то. К примеру говоря, это будет переводиться так. Это условное деепричастие формируется следующим образом. К основе глагола добавляется один суффикс, либо хла, либо хле. Иры экшикте югды хла, и мы экшикте югды хле. И он обозначает, как я уже сказал, если вы сделаете что-то, то мы сделаем, к примеру, что-то. Это вот такое условное деепричастие, которое выдвигает условия. Давайте рассмотрим пример. Бакши, бакши, учитель. Та, это значит вы. Бакши, та, мы все эти слова изучали. Бакши, та, биднды, биднды. Келе захла. Заха, как мы помним, это обучать, наставлять, показывать что-то. Бакши та биднды келе захла, бидн сурнавидн. Бакши та биднды келе захла, бидн сурнавидн. Бакши та биднды келе захла, бидн сурнавидн. Учитель, если вы, вот это вот захла, если вы будете обучать нас языку, или нам преподавать язык, келе захла, биднды нам, бидн сурнавидн, мы будем его изучать. Бакши та биднды келе захла, бидн сурнавидн. Бакши та биднды келе захла, бидн сурнавидн. Бакши та биднды келе захла, бидн сурнавидн. Это будет означать следующее. Учитель, если вы будете преподавать нам язык, мы будем его учить. И второй пример, когда используется хля. Иджи, это мама или бабушка, келехля, келехля. Иджи келехля, иджи келехля. Если мама или бабушка скажет би делегюрте орнау или би делегюрте однау. Иджи келехля, давайте вместе будем повторять эти фразы. Иджи келехля, би делегюрте однау. Иджи келехле би делегюрту однау. Иджи келехле би делегюрту однау. Если мама или бабушка скажет, то я пойду в магазин. Если мама или бабушка скажет, я пойду в магазин. Вот это вот хля будет на русский переводиться. Если, значит, будет исполнено или совершено какое-то действие, то оно вызовет какое-то следующее действие. Надеюсь, понятно, да? Это условное деепричастие, которое подчеркивает или выдвигает определенное условие либо для говорящего, либо относительно того, кто слушает. Поэтому это, еще раз повторим, это действие, которое является условием для совершения другого действия. Она образуется посредством присоединения к основе глагола двух суффиксов хла или хля.
в словах, которые у нас иры экшикте, то есть в мужских словах или переднерядных твердых гласных, тогда мы будем ставить суффикс хла. Если же это будет мягкорядное слово, например, здесь захла, это а, о, у, как мы помним, а здесь кельхла, ü. Иры экшикта и не имы экшикта. Поэтому здесь захла, а здесь кельхля уже будет. То есть где мягкие гласные, там будут мягкие, а где твердые гласные, там будут твердые, собственно, суффиксы. Бакшы та бидінді келі зақла бидін сұрнавдың. Бакшы та бидінді келі зақла бидін сұрнавдың. Иеджі келі қыла биделі көріті одынау. Иеджі келі қыла биделі көріті одынау. Иеджі келі қыла биделі көріті одынав. Это условное деепричастие калмыцкого языка. Если даже вы не запомните название, ничего страшного. Самое главное, чтобы вы умели использовать эти формы для построения своей речи. На сегодня с грамматикой все. Пожалуйста, постарайтесь все те глаголы, которые мы изучали с вами на всех 11 предыдущих занятиях, использовать для составления собственных примеров тех или иных слов. Вы можете также записывать некоторые из этих примеров в комментариях к этому видео, а мы постараемся посмотреть и проверить, правильно ли вы написали. Если возникнут какие-то вопросы, то вы, или предложения по тому, как проводить следующие занятия, вы также можете писать это в комментариях. Друзья мои, ну и уже по сложившейся традиции в конце 12 урока я хочу объяснить некоторые слова для того, чтобы лексикон, которым мы владеем, становился все шире, все больше. В него входило гораздо больше слов, интересных, важных, нужных, и для того, чтобы вы могли их использовать и беспроблемно объясняться на нашем родном языке. Итак, первое слово, которое мы сегодня изучим, это слово «зёв». «Зёв» значит «правильно» или «верно». Это слово обозначает определенное качество. «Зёв дектор» — правильная книга. «Зёв уг» — правильное слово. Правильно его произносить не «зёве», а «зёв». Именно «зёв» — это норма. «Буру» — это слово противоположное по смыслу слову «зёв». Это неверно, неправильно. Следующее слово, которое мы изучим, это слово «чик». «Чик». Чик. Чик — это прямо, это первое значение его. Чик кельне, например, прямо говорит. Или чик кельне правильно говорит. Настолько прямо, что правильно. Или настолько правильно, что прямо, без всяких юлений там, и измышлений и так далее. Чик — это прямо, верно или справедливо. Следующие три слова после чик относятся к зрению. Это слова «үзх», «халях», «харх». «Үзх», «халях», «харх». Все они есть в калмыцком языке. Я не думаю, что у кого-то будет возможность опровергнуть наличие этих слов в нашем родном языке. Однако каждая из них имеет свою определенную особенность и свое определенное употребление, о которых я сейчас вам расскажу. Слово «үзх» переводится как «видеть». Видеть глазами, так как глаза вообще есть, и они видят, то они видят. А также видеть или осознавать, понимать умом что-то. Например, «дектор үзх» — это будет и читать книгу, и понимать книгу. Или, например, «бит игет үзджанев» — я вижу так это. То есть здесь вижу в значении «понимаю». Так вот, слово «үзх» — это слово значит «видеть» или «понимать». Его эквивалентом в английском, те, кто знает английский язык, будет глагол «to see». «To see» значит «видеть», и не только видеть, но и понимать. Следующее слово «халях». «Халях» — это значит смотреть, осматривать и, может быть, что-то вот бегло осматривать, вот, ну, вот, буквально вот так вот.
Поэтому диктор халяхе это просто рассматривать картинки. Если диктор юсхе это видеть и понимать книгу, то диктор халяхе это просто просматривать или рассматривать ее, особо сильно не фиксируясь на чем-то или фиксируясь на определенных каких-то элементах чего-то статично, постоянно находящегося. Его эквивалентом в английском языке, например, будет слово to look. Это значит смотреть, осматривать что-то статично, как бы находящееся или пребывающее. Памятник, например, или книгу, или еще что-то. Слово же хархе имеет значение смотреть на что-то целенаправленно. Хархе, кстати, вот, к сожалению, мы сегодня забыли вот это слово достаточно сильно, а потому у нас в последнее время в калмыцком языке все вокруг халяхы и все. Может быть, поэтому у нас есть ряд проблем с обучением родному языку большого количества народа, потому что все халяхат мы просто иногда многое не замечаем или целенаправленно не смотрим. Есть еще масса слов, но хархе здесь очень важное. Хархе это значит смотреть на что-то целенаправленно, конкретно. Например, хархе это целенаправленно смотреть, скажем, искать какую-то книгу. Кроме хэхэ, если мы взглядом что-то ищем, то это будет хархэ. Это вот эквивалент английского to watch глагола. Тем, кто знает язык, то есть это то, что вот как-то цепляет взгляд, и то, что мы, либо мы ищем то, к чему мы можем зацепить свой взгляд, или к чему прицепить свой взгляд. Вот так это примерно нужно перевести. Вот это три основных глагола. Есть еще глаголы ширтхы, гёртхы и так далее, но мы их рассматривать сейчас не будем. Этих глаголов достаточно для того, чтобы выразить основной диапазон всех наших мыслей. Я думаю, что вы запомните это. Следующий глагол это, прошу прощения, следующее слово это слово «önder». «Önder», «önder», «önder». «Önder» значит высокий. «Önder ger» это высокий, высокое здание. «Önder bäшинг» еще говорят. «Önder» это что-то высокое. «Önder kün» это высокий человек. «Богне» вот это слово тоже практически забылось в калмыцком языке, но по отношению к вот, заменить его чем-то достаточно сложно. Богне это значит низкий. Кстати, фамилии калмыцких Багнинов и Багниев, они происходят вот от слова Богне. Богне значит низкий, невысокий. Это абсолютно обо всех предметах. И о людях можно сказать, и о каких-то низких там, предметах. Например, маленькая там, мазанка-землянка тоже будет называться Богне. Слово маштык, следующее слово. Маштык, 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 повторяем. Это уже низкий о человеке или животном, о чем-то одушевленном. Человек или животное будет маштык. Маштык ноха, например, низкая маленькая собачка. В современном калмыцком языке под все эти слова и богни, и маштык используется слово бичкын. Все бичкын и все. Но бичкын это маленький, прям в значении совсем маленький, крохотный. Бичкын это немного не то. Но вот если говорить о низком и высоком, то «önder» и «богни» это будут антонимы, противоположные по смыслу слова. «Маштык» это будет по отношению к живым существам, одушевленным. «Маштык ноха», «маштык кün» это значит низкий человек. Фамилия Маштыков, Маштаков это все происходящее от этого слова, что подтверждает наличие их в калмыцком языке, о котором мы практически забыли. Я думаю, что вы можете изучить эти слова, можете их не изучать, а просто воспринять информацию об интересных словах. Следующее слово это слово «ут». «Ут» значит длинный относительно длины чего-то. Длинный это, например, «утыхалгы» долгая, дальняя, длинная дорога. «Бичур», например, да, длинная ручка. «Ахыр», 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 «ахыр» значит короткий. Короткий и не длинный, то есть это вот тоже два противоположных по смыслу слова. Вот еще два глагола очень интересны. Я думаю, что вам тоже будет интересно о них услышать, особенно женщинам, потому что два этих глагола это глаголы красить. Будх, первый глагол, будх, будх.
Будх происходит от слова будык, краска. Краска это та, что красят волосы, та, что красят ногти, та, что красят глаза. Поэтому это будх, красить что-то на себе, у себя, или красить вот какие-то предметы своего, не предметы, а вот части своего тела, к примеру. Это будх. Тогда как ширтх происходит от слова красить поверхности. Большие поверхности. Ширтх, например, происходит от слова шир, краска тоже. Ширтх можно красить, к примеру, забор, можно красить машину. Машин ширтх — это красить машину. Забор ширтх, забор мы слово еще не знаем, поэтому забор ширтх — это будет красить забор, тогда как будх — это красить части своего тела. Вот эти слова следует хорошо знать. Следующее слово — это слово өмсх. Өмсх значит надевать. Өмсх — это надевать, одевать. Махла өмсх — надевать шапку или шляпу. Там өмсх — это надевать носки. Шалвур өмсх — это надевать штаны и так далее. То есть өмсх — это что-то надевать, чем-то укутывать, так скажем, свое собственное тело. Следующее слово тоже очень интересное, оно тоже будет достаточно интересно слабому полу, женщинам. Это слово зокх. Зокх значит соответствовать, подходить. Например, наряд подходит или тебе к лицу, например. Зокх — это соответствовать, подходить, быть соответствующим или вот, быть к лицу, вот так скажем. Это слово зокх. Еще два слова тоже очень важны для изучения родного языка. Это слово тус. Тус. Тус — это польза, благо. Тус, тус, тус. Польза, благо. Туста — это значит с пользой или благом. Или, если мы на русский будем переводить это слово, это будет благой, полезный и так далее. Туста. Помним мы, да, вот эту вот основу, этот суффикс «та», который образовывает от слова вот такое вот прилагательное обозначение качества. Следующее слово — это слово кюрх. 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 Кюрх — это достигать чего-то, приближаться к чему-то, доезжать до чего-то. То есть, приближаться или... И еще есть слово прикасаться. Кюрх тоже. То есть приблизить что-то к чему-то или докоснуться до чего-то. Это кюрх. А вот кюргх это подвести, довести, то есть помочь кому-то добраться до чего-то. Или донести, принести, вот так даже можно сказать. Например, тусы кюргх — это значит принести пользу, принести благо кому-то. Поэтому кюргх — это слово мы тоже должны запомнить и знать. И последнее слово, наверное, будет больше интересно молодежи. И я думаю, всем, кто любит повеселиться, это слово бильх. 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 Вот здесь не забываем, так как это имы и кшикте юг, буква Л будет произноситься мягко. Бильх. Как будто здесь есть маленький мягкий знак. Бильх — это значит танцевать. Есть два выражения вообще, но в данном случае в современном разговорном калмыцком языке широко используется именно эта форма бильх, поэтому мы будем использовать ее. Итак, уважаемые друзья, 12-й урок закончен. Пожалуйста, внимательно отсматривайте все предыдущие уроки для того, чтобы все те знания, которые звучали на предыдущих наших занятиях, оставались у вас в сознании, в голове. Записывайте все, что мы проходим в тетрадь, пытайтесь это проговаривать, запоминать, и прогресс будет следовать за нами, подобно нашей тени. Ода сен бетен.